الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Для каждого верующего, для каждого мусульманина самым желанным действием, самым желанным делом это то, чтобы его родной сын или его родная дочь были праведными людьми. И чтобы они и в этом мире были в благополучии, и чтобы они и в ахирате тоже достигли благополучия от Всевышнего Аллаха и оказались среди обитателей рая. И поэтому воспитание детей – это то, к чему мы должны стремиться, и также воспитание детей – это самая главная обязанность родителей. Красиво одевать, вкусно кормить, какие-то там развлечения ему предоставлять, куда-то его возить – это тоже, может быть, и надо, тоже необходимо, тоже является частью воспитания ребенка. Но самое главное, кем мы вырастим этого человека, кем он будет ли он верующим, насколько он будет поклоняться Всевышнему Аллаху. Вот это то, к чему должен стремиться каждый верующий и каждый мусульманин. Но вместе с этим нужно сказать, что в первую очередь, перед тем, как воспитать своего ребенка, ты должен воспитать самого себя. Вот ты, мужчина, вот ты, отец, папа. Я сейчас не говорю пока про женщин, да, про матерей. Вот именно ты, отец, и я, соответственно, да, вот все мы должны в первую очередь заняться воспитанием самих себя. И если наше воспитание самих себя будет приемлемым, хорошим, если мы будем стремиться именно к праведности, то по милости Всевышнего Аллаха это отразится и на наших детях. И Аллах Субханаху ва Тааля об этом приводит нам множество аятов из Корана. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, приводит множество хадисов, когда именно по баракату родителя, отца, Аллах Субханаху ва Тааля помогал и его детям, не оставлял без помощи. Вспомните суру Кахф, да, когда пророк Хидр пришел, да, и восстановил разрушенную стену. Так ведь? Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Вааммаль джидару факана ли гулямайни ятимайни фил Мадина». И та стена, о которой ты просишь, потому что между Хидром и Мусой вышел конфликт, Муса не вытерпел, постоянно спрашивал, задавал вопросы, задавал. И в итоге Хидр как бы сказал: все, это, говорит, расставание между нами. Да? Мы больше с тобой не будем вместе ходить, но я тебе расскажу, что происходило. И когда он дает объяснение, а та стена, она была разрушена, которую мы отстроили, она принадлежала двоим детям, которые являлись сиротами в городе. И под этой стеной есть клад. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. По этой стеной находился клад. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. И Аллах говорит, и их отец был праведным. Был праведным, صالحًا, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَيَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. И твой Господь возжелал, чтобы эти дети нашли этот клад, который, по сути, по идее, достался им от их праведного отца, чтобы они нашли этот клад, когда вырастут, и этот клад будет для них милостью их Господа. И поэтому из этого хадиса мы делаем вывод, да, что Аллах Субханаху ва Тааля даже детей, которые остались сиротами. А сироты это кто? Это, как правило, лишены либо отца и матери. И, как правило, они являются слабыми. Да? У них всегда испытывается какая-то нужда. Их могут обидеть, их могут оскорбить и так далее. Да? То есть их жизнь трудна, если сравнивать с теми детьми, у которых полноценно есть родители. Так вот, милость Всевышнего
когда они вырастут и, иншаллах, найдут клад, они не будут испытывать никакой нужды. А все по причине чего? По причине праведности их отца. И Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал, что праведность родителя, отца этих двоих сирот, это привело к тому, что они сохранятся в безопасности и сохранятся в изобилии. Эти двое детей вырастут, и они не будут испытывать нужды. И поэтому первая польза, которую мы извлекаем, что твоя праведность, она касается не только тебя. Твоя праведность, она поможет не только тебе в судный день, да, оказаться среди обитателей рая. Твоя праведность, она еще коснется и твоих детей, и твоего потомства, и даже если случится то, что тебе предопределил Аллах, и тебя не станет, Аллах субханаху тааля все равно защитит твое потомство. Но с причиной какой? С чем? Что если ты будешь стремиться к праведности. Имам Аль-Куртуби, когда делает тафсир этому аяту, он сказал, что из этого аята мы понимаем, что Аллах субханаху ва тааля защитит того, кто стремится к благому, того, кто стремится к праведности, того, кто стремится к благодеяниям, и защитит, но не только его самого, защитит и его детей. Защитит и его детей. И поэтому вот эта вот духовность, праведность, она на сегодняшний день, к сожалению, особо не актуальна. Да? Сегодня у нас возобладает именно какое-то вот материальное отношение между детьми, между родителями. Да? У нас сегодня, как я уже вам сказал, да, считают то, что я вот как отец, вот я полностью ребенка обеспечил всем материальным, все, как папа я свою роль выполнил. А отношения, а разговоры, а какие-то диалоги, я не знаю, там какие-то там совместное времяпровождение, этого ничего нету, к сожалению. И более того, иногда родители, и чему я тоже сам своими глазами видел, да, когда в жизни, да, он в своих разговорах, в своих действиях, да, он никак не ограждает своего ребенка от зла, от грехов. Прямо при нем же может грешить, прямо при нем же может, там, я не знаю, там, выругаться очень плохими словами, да. И в итоге потом мы удивляемся, а что это у меня вдруг сын там, да, с улицы пришел и там начал говорить там какие-то слова. Я же ему этого не учил, а ты хорошенько за собой посмотри. Хорошенько проследи за своими действиями, за своими поступками. Всегда ли ты ограничиваешь самого себя, держишь себя в рамках, когда ты находишься с детьми. И поэтому, уважаемые братья, потом мы удивляемся, что родители достигли пенсии, и к ним никто не приезжает, их никто, не, как сказать, как они дела, как у них дела, как они живут, никто их не проведывает, да? А о них забывают. Вот это вот все причина из-за того, что с детства мы не уделили этому внимания. С детства мы позабыли об этом. И поэтому, когда вот пожилые люди, да, не говорят, вот выйду на пенсию, заживу тихой жизнью там и так далее. Ведь по сути, если так посмотреть, да, твой праведный ребенок, это и есть твоя самая лучшая пенсия. Это и есть самое лучшее твое достояние, самая лучшая твоя инвестиция. Я сейчас не говорю про какие-то материальные пользы, да, он мне в старости стакан воды подаст, он мне дом построит, он мне то сделает, он мне это сделает. Он хотя бы тебя будет радовать. Ты с ним будешь разговаривать, и у тебя от его разговора с тобой будут, как сказать, появляться крылья. Ты будешь радоваться, да? Душа будет спокойна. И поэтому, уважаемые братья, вот это над чем мы должны задуматься. Ибн Кафир, рахимахуллах, говорит, тот, кто выполняет предписанные Аллахом фарзы и отдаляется от запретного, от харама, то Аллах защитит его потомство, и этого человека коснется благодать, баракат его потомства, его детей в этом мире и в ахирате. Из дозволения Всевышнего Аллаха вот именно заступничество их детей как раз таки и праведность их родителей
будут способствовать тому, будут являться причиной того, что степень человека в раю будет увеличиваться. И этого человека Аллах Субхану ва Тааля будет таким образом успокаивать, утихомиривать, да? И в его душе будет спокойствие. Поэтому, как сказал этот ученый, даже степень человека в раю, причиной того, что она будет увеличиваться, как раз таки будут именно его праведность его отца. И поэтому вот ученые об этом много говорят, да? Определение слова праведность. Когда мы говорим праведник, да, люди сразу же представляют перед собой, это тот человек, который ничем мирским не занимается. Это тот человек, который 24 часа в сутки поклоняется, не выходит из мечети, я не знаю, постоянно читает книгу Всевышнего Аллаха и больше ничем не занимается. И поэтому некоторые ошибочно полагают, что праведности, куда уж я там, да, я ж такой слабый, у меня столько недостатков, то да сё. И таким образом пытаются найти себе оправдание, убаюкивают самих себя, что якобы степень праведности это очень далеко, я не дойду до нее. Нет. На самом деле под праведностью ученые говорят, если человек будет выполнять фарзы, то, что Аллах ему предписал, если он будет отстраняться от харамов, от грехов, которые его могут преследовать, большие грехи. Если он будет выполнять добровольные дополнительные молитвы, айбадаты, то этого достаточно, инша Аллах, что он достигнет степени праведности. И те малые грехи, которые могут, все мы люди, да, никто из нас не является безгрешным ангелом, так или иначе мы ошибаемся. И вот те малые грехи, да, они будут прощены, если будем сторониться больших грехов. И вот эти вот добровольные намазы, добровольные поклонения, дополнительные навафиль, как их называют ученые, вот они будут причинами того, что очистит нас от ошибок, очистят нас от малых грехов и будут каждый раз приближать нас ко Всевышнему Аллаху. И Саид ибн аль-Мусайиб, рахимахуллах, это таби'ин, известный таби'ин, да, он сказал: «Сынок мой, я хочу, чтобы ты был праведным, и поэтому я буду добавлять количество намазов, которые я совершаю». То есть, смотрите, да, я буду добавлять количество своих намазов и буду просить у Аллаха, чтобы Аллах защитил тебя. Вот смотрите, да, как он думает: сынок, я хочу тебе благополучия, я хочу тебе самого главного счастья, праведности, и из-за этого я увеличу свой гайбадат. Из-за этого я увеличу количество намазов. Количество фарзов увеличить невозможно. Так, они уже все известны, 5 намазов и так далее. Но количество добровольных намазов, да, суннаты, мустахаббы, тахаджуд, до намазов, после намазов, да, и иные намазы, да, вот это мы можем увеличить. Вот это мы можем сделать. И это, инша Аллах, будет причиной того, что Всевышний защитит твоего ребенка. И эти твои намазы помогут не только тебе самому, но помогут, инша Аллах, и твоим детям. Умар ибн Абдул-Азиз, 5-й праведный халиф, известная личность, да, многие о нем должны слышать. Он сказал: если какой-либо верующий умрет, то Аллах защитит его детей, и не только его детей, и даже детей его детей, его внуков, его потомства. То есть, смотрите, если, говорит, праведник умрет, мусульманин, верующий мумин, Аллах защитит и его детей, и детей его детей. И поэтому этот баракат, он будет длиться, инша Аллах, еще много по его потомству, по его детям и также тем, кто родились у его детей. И сам Умар ибн Абдул-Азиз, да, он был правнуком Умар ибн аль-Хаттаба. И вот просто почитайте книги, да, насколько была его праведность, насколько он был благочестивым, насколько он был справедливым, что происходило, да, в государстве во время его правления, какого изобилия достигли мусульмане. Это на самом деле удивительно. Удивительно. И он сам по своему происхождению, он был правнуком.
если я не ошибаюсь, со стороны матери, он был правнуком Умара ибн аль-Хаттаба. То есть второго человека, самого лучшего человека в исламе, ближайшего второго друга пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Когда отец Умара ибн Абдуль-Азиза решил жениться, он позвал своего слугу и сказал: «О такой-то, собери из моего богатства самые чистые 400 динаров». То есть чистые имеется в виду по происхождению, да? Чтобы никаких вообще сомнений не было, что эти деньги, они на 100% халяльные, 100% мне принадлежат, и это мое благо, которое у меня есть. Собери 400 динаров, каждый динар это 4,24 грамма золота, да? То есть представляем, да, какая сумма. Собери эти деньги и принеси мне. Я хочу жениться на девушке, которая выросла в праведной семье. То есть это было уже как махр, да? Он на это хотел жениться, предоставить этой девушке в качестве махра. Да? И вот смотрите, я, говорит, хочу жениться на праведной девушке, которая выросла в праведной семье. Вот представляете, вот мышление человека. Он не только вот ребенок родился, так, что с ним сейчас теперь делать, да? Ну пойдем, сынок, сейчас будем Муалим Сани читать, например, да? Нет, он задолго до этого уже себе ставит свои цели. Он даже еще не женился. У него даже еще, как сказать, он не знает, у него родятся дети или не родятся. И он уже тогда, ставит себе цель, я хочу жениться на праведной девушке из праведной семьи, и чтобы в нашем потомстве был баракат. И поэтому собери, говорит, самые чистые деньги, чтобы не было никакой примеси, ничего сомнительного. И действительно, у них родился Умар ибн Абдуль-Азиз, и которого ученые называют пятым праведным халифом, хотя это не совсем корректное выражение, потому что лучше, чем сподвижники, да, никого из людей мы подумать, представить не можем. И поэтому даже Муавия, который правил после Али и после Хасана, да, он был сподвижником. И как говорил сам Умар ибн Абдуль-Азиз, когда его начали превозносить и говорить: ты лучше, чем Муавия, сподвижник, да будет доволен им Аллах, Умар ибн Абдуль-Азиз сказал: Умар ибн Абдуль-Азиз не стоит даже пылинки, песчинки, которая оседала на усах Муавии во время его сражений вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому праведный халиф Умар ибн Абдуль-Азиз, достойная личность, очень хороший человек, который оставил очень большой след в исламской истории, но ставить его выше, чем сподвижники, это не совсем корректно по отношению к сподвижникам. Поэтому в книгах говорится то, что он заслуживает места именно пятого праведного халифа. Но, как сказал, уже не совсем так корректно выражаться. И поэтому мы, родители, из этой истории должны себе какой вывод сделать? Чтобы наш доход, чтобы у нас, то, что у нас есть дома, на что мы живем, на что мы содержим наших близких, мы должны заботиться о том, чтобы эти средства, эти деньги, они были честными, заработаны честным способом, дозволенным путем, чтобы они были халяльными. Почему? Потому что это в первую очередь отразится на твоих детях. Это в первую очередь отразится на твоих близких, и ты можешь быть лишен бараката, блага этих средств. И поэтому Всевышний Аллах в Коране говорит: «Халь джазауль ихсани илля ихсан». Разве можно что-нибудь отплатить на благо, на благочестие чем-нибудь другим, помимо благочестия? И поэтому добро, которое мы стремимся делать, благо, которое мы стремимся делать, иншаллах, с дозволения Всевышнего Аллаха вернется нам только лишь благом. И напоследок, имам Шайбани, да помилует его Аллах, он сказал: однажды, когда, говорит, случилась осада Константинополя, да, это еще в ранние времена, это не во время Мухаммада аль-Фатиха, случилась осада, мы сидели и разговаривали с несколькими людьми и начали делать друг другу вагаз, рассказывать о хадисы, аяты, да, чтобы делать напоминания друг другу. И речь зашла про признаки судного дня. И Ибн Дайлями, который, говорит, сидел рядом с нами,
когда он, говорит, сидел и слушал, что будет происходить перед судным днем, и тот ужас, тот страх, что будет происходить, да, суд Всевышнего Аллаха, он не выдержал и сказал, после, говорит, этих слов, я не хотел бы, чтобы у меня были дети. Я не хотел бы, чтобы у меня кто-то родился и видел все это, если наступит судный день. То есть, вот эти вот фитны, он не хотел, чтобы эти фитны, эти трудности, эти сложности коснулись его потомства, его детей. И тогда этому Ибн Дейлями другой отвечает и говорит: о, брат мой, не говори так. Если Аллах предпишет чему-нибудь случиться, то оно непременно случится. И с тобой, или же с твоим сыном, с твоим потомством, с твоими детьми, или же с твоим потомством. Хочешь ты этого или нет? Но знай же, можно избежать этого страха, если же ты узнаешь следующие слова Аллаха. Аллах в Коране говорит, это сура Ниса, 9 аят, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Пусть остерегаются и страшатся те, кто боится и трепещет, и говорит, после меня останутся мои потомства, мои дети в слабом виде, в слабом состоянии. Пусть они не боятся этого. Пусть они страшатся Аллаха, и пусть говорят праведные слова. И вот Всевышний Аллах говорит нам, не бойся за своих детей. Не бойся то, что с ними случится что-то плохое, что они останутся без тебя там в слабом состоянии, без еды, без ничего, без этого. Не бойся, это не твоя забота. Это забота Всевышнего Аллаха. Он дает риск, Он дает пропитание, Он дает кормление. Но ты чего бойся при своей жизни? Ты как отец, ты как глава семьи, чего бойся? Бойся, страшись Всевышнего Аллаха. И говори только праведные, прямые слова. И поэтому пусть Всевышний Аллах защитит нас от смут, пусть Всевышний Аллах защитит нас от различных сомнительных вещей. Пусть Аллах Субхану ва Тааля наставит на истинный путь и укрепит нас на этом пути, а также пусть Аллах дарует праведность нашему потомству, и пусть они будут теми, которые будут делать за нас дуа и после того, как нас не станет. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.